Уклонение от службы в армии – харам. В Совете улемов Таджикистана подготовили специальное обращение к жителям страны. В нем говорится, что уклонение от армии – тяжкий грех. Грешат и те, кто помогает призывникам избежать воинской службы. Чаще всего речь идет о родителях. Анушер Ванарипов продолжит. Служба в армии – долг каждого физически здорового мусульманина, вне зависимости от социального положения, считают таджикские священнослужители. Любовь к родине, преданность нации и своей культуре, защита территориальной целостности страны – это и есть показатель настоящей веры. Уклонение от службы недопустимо для истинного мусульманина. Священнослужители обратились к народу вовремя. С 1 апреля до конца мая в Таджикистане проходит призывная кампания «Вооруженные силы страны». Когда молодой человек пытается притвориться больным или недееспособным, всячески избегает службы в армии, он совершает ужасный грех или принимает в нем участие. Они считаются с религиозной точки зрения изменниками Родины. В последние 4 года планы по призыву в стране выполняются досрочно. Власти связывают это с правильным воспитанием молодежи. Правозащитники добавляют, что помимо сознательности граждан есть и другие причины. Комиссариаты иногда добирают призывников при помощи незаконных рейдов на улицах, хотя таких случаев с каждым годом становится все меньше. К тому же треть населения Таджикистана живет за чертой бедности. И молодежь, особенно в сельской местности, идет в армию, чтобы досыта есть. Относительно мониторинга воинских частей, когда мы проводим интервью 1 на 1 с солдатами, которые проходят воинскую службу. И многие, да, там в вопроснике есть вопрос относительно количества еды и в общем питания. И многие солдаты, да, отвечают, что временами их кормят лучше, чем дома. Жители Душанбе чаще всего не хотят, чтобы их дети шли служить в армию. В первую очередь из-за сложившихся стереотипов об ужасах, якобы происходящих в таджикской армии. Век интернета, так скажем, и очень много информации про солдат, которые получили какие-то увечья, или про смерти солдат в армии во время службы. Наверное, это тоже как-то сформировало вот этот стереотип у молодежи, что там опасно. Это тоже сыграло свою роль. Опять же, условия прохождения воинской службы, так как, и про еду, и про одежду, и про все остальное. Но я думаю, что эти стереотипы уже меняются. Они меняются. При этом наш опрос показал, что служить в армии нужно всем. Правда, наши респонденты признаются, что не торопятся делать этого сами или отпускать на службу своих близких. Служившие друзья жаловались мне на плохое питание в армии, но в основном этим и ограничивались. У меня есть сын, он не служил, но я считаю, что молодым людям нужно служить. Я часто слышал, что люди не хотят служить, потому что в армии якобы плохие условия, но те, кто уже отслужил недавно, говорили мне, что уже все нормально в армии. У меня только появилась возможность учиться, и о службе в армии я не думаю. Но те, кто не имеет такой возможности, пусть служат. В Таджикистане уже готовы промежуточные отчеты по результатам призывной кампании. В целом по республике служить отправились 36% требующихся по плану призывников. Какие именно цифры скрываются за этими процентами – гостайна. Правда, насколько усилится поток призывников после обращения священнослужителей, никто считать не собирается.